Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Наша версия. Загадки истории. Россыпь желто-зеленых тук-туков, настолько хлипких, что, кажется, держатся они на колесах только за счет издаваемого ими шума. Велорикши, словно на подбор, совсем не богатырского вида. Мопеды, по местным правилам безопасности, к шлему или вместо него здесь шарф добавляют. Кутуп-Минар – это поэма о тюрках. Минарет, построенный ханом Айбеком, это до сих пор самый высокий исламский минарет в мире. Он пытался сделать в Индии что-то похожее, как в казахской степи, как в Центральной Азии. Глава 1. Колонна Победы. В череде дел рутинных возведение этого комплекса доставляло правителю Кутуп-ад-Дину самую большую радость. Дела государственные забирали много сил. Наладить систему налогообложения, провести реформы земельные и финансовые. Именно он, говорят историки, создал первую эффективную мусульманскую администрацию. Он был хорошим полководцем и также очень хорошо разбирался в архитектуре. Он построил много зданий, например, Кутуб-Минар в Дели. Собрать историю по кирпичику рядом с самым высоким кирпичным строением в мире. Считается, что это минарет рядом стоящей мечети. Она сохранилась лишь фрагментарно. Куват-уль-Ислам – мощь ислама, известная также как мечеть Кутуб. Самое раннее архитектурное сооружение в индо-мусульманском стиле. Это комплекс, который представляет собой еще много-много загадок, неразгаданных тайн, потому что возможности даже археологических раскопок на территории Кутуп-Минара, они ограниченные. Поэтому и теряются исследователи в догадках, для какой цели была возведена эта башня. С высоты 73 метров призыв к молитве услышать верующие, возможно, и смогут. Но как быть с подъемом на эту высоту? Подниматься на такую высоту муэдзины никак не могли. Она играла, на мой взгляд, все-таки практическую роль. Скорее всего, это была сторожевая башня, но потом она приобрела такое религиозное значение. Либо это памятник в честь победы ислама. Подобные башни Победы в Индии, кстати, возводили и раньше. Это же буквально произведение искусства, архитектуры, которое носит синкретический характер. Основания Кутуп-Минара, они исключительно индуистские. Изображения, которые сохранились, людей, животных, птиц, они свойственны именно индуистской архитектуре. Первый этаж, согласно местным легендам, так и называется Виджай-Стампх – колонна Победы. Но больше всего это строение известно под именем другим. Символ города Дели – Кутуб-Минар. Это словосочетание понятно всем, кто знает казахский язык. Кутуб – это тюркское имя, и Минар – это минарет, обычное слово.
Согласно большинству мнений, величественную башню назвали в честь ее создателя, основателя Делийского султаната Кутуб-ад-Дина Айбека. Это подтверждают и выбитые в камне даты. Строительство мечети было закончено в конце XII века. Времени, когда в истории индийской, общетюркской, мировой и, самое главное, письменной появляется имя этого правителя, бывшего раба. Глава 2. Раб из свободной страны. Даже первый ярус Кутуб-Минара было видно из любой части его новой столицы. Но слава самого Айбека простиралась далеко за пределы Дели. Вот эти рабы, они оказались созидателями и основали целую династию рабов, которую мы называем Делийским султанатом. Сначала в иранском мире их называли гулямами, гулям по-персидски. Большая часть их была тоже тюркского происхождения, кстати. Вот. В Египте их называли мамлюк, то есть владение, тот, кем владеют. Мастера, собранные с разных концов империи, увековечивали в камне историю Делийского султаната, а он вспоминал свою. Как в незнакомой стране, оторванный от родных, подросток одиноко стоял в толпе таких же невольников. Слез не было, не пристало плакать потомку народа, почитавшего свободу превыше всего. Он был куплен главным судьей и губернатором Нашапура Кади Фахраддином. Айбек вырос в обществе сыновей своего хозяина, и вместе с ними он научился читать Коран, а также научился искусству верховой езды и стрельбы из лука. Сирадж ад-Дин аль-Джузджани, Табакат и Насири. Эта хроника написана несколько позже, в середине XIII века. Но исследователи уверены, автор определенно при ее составлении пользовался первоисточниками. За короткое время Айбек стал известен благодаря своей смелости. Когда он достиг возраста мужа, султан Мухаммад Гури купил его у судьи. Тюрк обладал всеми качествами и добродетелями, но внешне был непривлекателен. Мизинец на руке его был сломан, поэтому его и звали Айбек, покалеченный. Сирадж ад-Дин аль-Джузджани, Табакат и Насири. По другой, более распространенной версии, это довольно распространенное имя тюркского происхождения. Айбек мы можем воспринимать как повелитель Луны. Откуда родом повелитель Луны, тоже история смутная. Большая часть источников в качестве его отчизны упоминает Туркестан. Скорее всего, средневековые авторы имели в виду так называемую страну тюрков, в земли которой входила и территория современного Казахстана. Существуют разные версии относительно его происхождения. Есть версия о том, что он происходит из туркменского племени Халадж, хотя в большинстве случаев его называют кипчаком. Самое четкое понимание, которое мы имеем, что он был, скорее всего, кипчак. Вопрос происхождения самих кипчаков довольно сложный, но согласно источникам, а точнее самому раннему из них, Стелле Бельге Кагана, это народ тоже тюркские корни имеющий. Согласно легенде, Айбек, основатель ордена мамлюков, или, как его еще называли, основатель династии рабов, происхождение был тюркского. А вот где родился он, точно неизвестно. По одной из версий, случилось это где-то в Семиречии. Глава 3. Ось Вселенной. В этих витринах мы видим произведения искусства мамлюкской Сирии. Эрмитаж. История царствующих рабов в коллекции мирового наследия. И его личное. Продолжение. Военная карьера Айбека сложилась блестяще. Многие победы в Северной Индии были именно с его именем связаны. Часть их, наиболее способная, получала высшие чины в государственном управлении и в армии. Они становились эмирами, то есть военачальниками, придворной верхушкой. Даже трактат средневековый сохранился, так и называется, о превосходстве тюрков над другими воинами.
Тюрки в своей службе никогда не падают так низко, как другие невольники, принужденные в плену подметать пол и делать другую работу. Невольничье положение тюрков всегда имело ограниченную силу и определенные пределы. Избавившись от оков, тюрок не будет чувствовать себя удовлетворенным, пока не станет во главе войска, либо командиром крупного отряда и влиятельным военачальником в войске. Абу ибн Хасул о превосходстве тюрков над другими воинами. Отрядами бывшего раба завоеваны многие территории, и Дели в их числе. Он сам уже не просто свободен, а стал доверенным полководцем султана Мухаммада Гури, что когда-то выкупил его. В благодарность за верную службу султан поставил Айбека наместником Северной Индии. Как известно, элита в этот период времени, вся элита народов, населяющих от севера Индии до Атлантического океана, до побережья Магриба сегодняшнего, это были его высокое происхождение. Теперь он наконец-то мог заняться и тем, к чему лежала душа – созиданием. Согласно источникам, Айбек и раньше возглавлял строительство сторожевых башен и крепостей. Кстати, многие мамлюки покровительствовали искусству. Они строили огромные комплексы, больницы, медресе, мавзолеи, потому что это считалось проявлением благочестия, и, вообще говоря, это было предметом престижа. Изящная резьба по мрамору и песчанику, традиционный растительный орнамент индийский и арабская вязь – Кутуб-Минар. Говорят, при строительстве применялись материалы из разрушенных им местных храмов. Но почему тогда не стали уничтожать рисунки на камне? Тюрки, где бы они ни оказывались и в каком бы социальном положении ни находились, они всегда не забывали об особенностях своей внутренней философии. Внутреннее мировоззрение, которое было связано с тем, что тюрки никогда, прибывая в какую-то новую местность, не занимались преобразованиями разрушительного характера. Кочевники не только завоеватели, воины, они просвещенные люди. Они могут трансформировать один мир в другой. И наглядный пример этому – Кутуб-Минар Айбека. В любом случае, Айбек, ставший правителем Афганистана и Северной Индии, после гибели султана Гури запомнился потомкам не только как создатель прекрасных памятников архитектуры. Султан Кутуб-ад-Дин был храбрым и милостивым царем. Всевышний наделил его смелостью и великодушием. Не было царя, подобного ему, с востока на запад. Когда Всевышний желает показать своему народу пример величия, он наделяет одного из своих рабов мужеством и щедростью. Впрочем, правление Айбека долго не продлилось. В 1206 году он получил титул Кутуб-ад-Дин – «Ось Вселенной», а спустя 4 года скончался. Смерть Кутуб-ад-Дина Айбека наступила в момент игры в поло в Лахоре. Почему он и похоронен там? Загадочная смерть основателя Делийского султаната тоже вызывает немало вопросов. Его придавило конем во время игры чоуган – древнеиранский вид спорта, напоминающий современное поло. Эпилог. Дорога к небу. Кутуб-Минар. Таким ли Айбек представлял свое творение, неизвестно. На самом деле он его не завершил. Он умер раньше, но теперь это символ Дели. Существует легенда, что сделать башню такой высокой была идея следующего правителя – Ильтутмыша. Его супруга, она же дочь Айбека, каждое утро ходила полюбоваться рекой. Строители поставили балконы, и жена султана наслаждалась пейзажем, уже не покидая супруга. Романтическая история с реальностью вполне сочетается. Кутуб-Минар достраивали после смерти Айбека.
Это была своего рода интеллектуальная долина того времени. Чтобы построить такую башню, нужно было знать и технологии, а башня-то построена, как говорится, без единого гвоздя. То есть, и это тоже самые талантливые ремесленники того времени это все создавали. Снизу красный песчаник, а выше мрамор. Несмотря на разницу в отделке, башня своей красотой до сих пор поражает воображение. Священная вертикаль, символически соединяющая небо и землю. Ажурный узор, который словно тайные письмена. И разгадать их еще только предстоит.